Разбирая послание президента, эксперты отмечают, что в нем собран весь спектр работ, по которым предстоит кардинально менять систему, как управления, так и взаимодействия. Реформы начнутся с кадров, привлечения грамотных управленцев со знанием дела, взращивания своих молодых специалистов. Для этого нужно заинтересовывать молодежь жить, работать и развивать свою страну. В целях построения эффективной кадровой политики президент поручил разработать программу «Келечек» и представить ее в ближайшее время. Главная сила должна быть вера в собственный народ, поднятие энтузиазма, патриотизма собственного народа. А как это поднимать? Поднимать его надо не на глубоких устоях и традициях. Мы должны понимать, что это 21 век, век информационных технологий. То есть вот это сочетание национального и сочетание инноваций, которые необходимо сейчас внедрять в Кыргызстан, вот это мне понравилось. Есть ли примеры, да, вот такого сочетания национального и современного, инновационного? Да, конечно. Это Япония, это Корея, та же Швейцария. В кратчайшие сроки необходимо пересмотреть и кардинально реформировать работу государственного аппарата, построить новую модель системы исполнительной власти, которая будет профессионально служить общественным интересам, отметил в своем послании глава государства. Эксперты считают, что оптимизация и сокращение дублирующих должностей – это требование времени. Впервые мы определили 4 блока. Это самые 4, скажем, основные блока, указанные в Конституции. Это первый – это Кабинет министров, второй – это Совет безопасности, третий – это Национальный совет, и четвертый – это культура и кыргызская идентификация. Да? Эти 4 направления, они будут охватывать внутри еще очень много других, скажем, направлений. И по ним уже будут вести определенную работу. По первому блоку, вот мы вчера увидели уже, можно, пусть даже, скажем, в техническом виде, Кабинет министров уже был принят. Да? Обозначено президентом повысить приток инвестиций в страну и увеличить объемы экспорта. Чтобы не допустить изоляции Кыргызстана, нужно обеспечить свободное перемещение товаров со странами, основными торговыми партнерами. Запланировано проведение экономических реформ, включая развитие фискальной, судебной, правозащитной, транспортной, логистической, а также внешнеторговой политики. Цифровизация должна стать всеобъемлющим элементом намеченных реформ. Что было оговорено и прописано в Конституции, социальная направленность, да, это защита детей, защита уязвимых слоев населения, это развитие бизнеса через государственное частное партнерство, это зеленая экономика, да, то есть жить в гармонии с природой, использовать нашу природу для экономического развития, да, не только для использования, для выкачки, да, этих ресурсов, но именно бережное отношение к природе, и который даст нам вот экономический рывок. Для ведения бизнеса необходимо создавать максимально благоприятные условия. Прежде всего, это будет защита от несанкционированных проверок, вмешательства, рейдерства и нападений. Устранение бюрократических барьеров государство должно обеспечить свободный оборот капитала. Фискальная система тоже будет изменена. Президентом поручено пересмотреть возможности снижения налогового бремени. Государственно-частное партнерство в приоритете. Все эти направления были связаны конкретно с секторами экономики, и одним из направлений было развитие государственно-частного партнерства. Действительно, есть примеры, когда государство не может вовлечь все государственные компании, предприятия, именно в экономическом развитии, то в этом случае опыт многих стран показывает, что государственно-частное партнерство является тем фактором, который способствует именно прорыву, правильному подходу в менеджменту и в том числе управлением для развития этой компании. Президент вчера четко обозначил, что надо найти и развиваться по пути национальной модели экономики, учитывая свои способности, свой природный ресурсный потенциал и навыки всего населения. До 1 октября будет пересмотрен налоговый кодекс, чтобы малый и средний бизнес чувствовал поддержку государства. Энергетический сектор, сельское хозяйство указано, горнодобывающая отрасль. Вот, и, значит,
сектор креативной экономики. Вот это правильно, эти правильные направления. В послании также указано о снижении налогового бремени и улучшении климата, бизнес-климата. Работа самих госорганов порою, да, особенно надзорных органов, она не позволяет развиваться экономике. Потому что частые проверки, иногда просто проверки определенных чиновников, которые хотят это мзду получить, да, оно не позволяет развиваться бизнесу. Государство само оно должно минимизировать свое вмешательство в частный бизнес. Мы должны создать не просто условия, а просто не вмешиваться. Это одно из основных условий, особенно правоохранительных органов. Важной составляющей президент отметил изменение судебной системы. Необходимо вернуть доверие народа к судебной власти. В стране должен работать конституционный контроль. Поэтому, согласно новой конституции, вместо Конституционной палаты будет работать Конституционный суд. В рамках планируемой судебной реформы будет усилена защита прав частной собственности и развитие института третейских судов. В свете вот этой вот всего судебно-правового хаоса можно сказать, что третейские суды, они выступают, так скажем, тем органом, который способен разрешить некоторые проблемы, да, то есть он может осуществить разгрузку судебных органов. И мы знаем, что третейские суды обладают, так скажем, многим количеством преимуществ перед государственными судебными органами. Поскольку в третейских судах осуществляется выбор арбитров третейских судов самими сторонами, то там, если не исключается, то минимизируются какие-либо вопросы коррумпированности. В условиях мирового кризиса и дефицита бюджета важно обеспечить продовольственную безопасность. Эксперты в этой области отмечают своевременный посыл главы государства именно на обеспечение продовольствием населения. Регулирование ценовой политики. Правительство должно решить вопрос доступности населения к социально значимым товарам. А здесь важно снизить цены на товары потребительской корзины населения. Не допускали лишние потери пищевых продуктов. Кусочек хлеба, кусочек зерна, кусочек мяса, кусочек других продуктов питания относились очень трепетно, бережно. А что мы сейчас делаем? Делаем, как говорят в России, столы ломятся, но все эти продукты питания по физиологическому потреблению излишни. Вот как я специалист в этой области об этом и говорю, они излишни, поэтому мы должны послание президента развивать и в этом направлении не просто воспитывать молодого поколения, будьте хорошими людьми, но и относиться к продовольствию, к пищевому ресурсу Кыргызстана, которые и так малы, и так недостаточны, относиться бережно. Президент не мог не обозначить развитие новейших технологий. Цифровизация должна быть во всем. Оперативность и доступность информации должно быть нормой. Сейчас очень важно инвестировать в передовые технологии и инновационное производство, в основе которых лежит наука. Прежде всего, необходимо обеспечить развитие так называемой креативной экономики, одного из наиболее перспективных направлений, отметил президент. Экспертное же сообщество, анализируя послание главы государства, отмечает, что креативные идеи важны в развитии страны, а поддержка научных кругов и перспективной молодежи будет большим потенциалом, чтобы страна стала успешной и процветающей. Надежда Усова, Тимур Садыгалиев, Ала-То 20.